Через день или второй день опять пришли, сказали, помогите, там у нас больше 700 женщин, детей, короче, они их не упускают, мы, ладно, там сражались, мужчин, но они женщин, детей не упускают, убивают, помогите, короче. И тогда мы опять посовещались, короче, тоже пару дней вот так, практически операцию быстро сделали. Многие предлагали Хасавюрт, короче, тоже захватить, мы могли это сделать, но невыгодно было. Опять наша задача была угрозу Хасавюрт захвата создать и определенный участок, это силы оттянуть, хотя бы это окружение расслабить там. Мы этого тоже добились, короче. И причем очень большие трофеи взяли, короче, много оружия, боеприпасов, короче. И вот так, как карамахинцы из окружения ушли, опять через день мы тоже ушли из Новолахского района. Поэтому в той ситуации кто-то говорит, что я там войну занес, это все разговоры. Тем более мне оправдываться, короче, нужды нету, потому что факты были налицо. Вот сейчас у всех на слуху вот село Бороздиновка. Это граница Чечни, Кизлярский район. Вот от этого села Бороздиновка, там 5 километров до границы, там у нас стоял пограничный пост. Вот в июне 99-го российские войска атаковали бронетехникой этот пост, обстреляли, убили одного пограничника, 5 ранили, захватили этот пост. И до самой войны больше не уходили оттуда. Вот это прямая агрессия. Взять там же в горах Ботлевский район, вот рядом у нас на границе Шаройский район, там есть села Буни, вот рядом это село, короче, дорога была тоже на это Ботлех, туда Ансалта шла, отсюда Шарой, Аргуна. Вот 15 километров этот участок они захватили, туда десант посадили, 5 чеченцев, которые ехали туда на машине, убили. Вот, и тоже там сидели, короче. Потом всю весну, все лето в Шилковском, на Урском районе, там в степях БТРы, на техник солдаты заскакивали, кошары грабили. Открыто говорили, скоро мы вам покажем. И все это, если коротко сказать, кончилось как словами Лукина, который в Хасавюрте после договора, который там заключили, Масхадовы, там он сказал, ничего, мы лет 5 окрепнем, мы вам покажем. Вот это все было под это подведено, короче. Просто от того, что у кого-то есть возможность побольше информационной поддержку делать, сейчас получается тот и прав. Но меня это особо не волнует. В 1999 году у нас опять перед выборами президента, перед выборами Государственной Думы начинают взрываться дома. И когда произошли взрывы домов, я сразу понял, что это, вернее, не понял, правильно сказать, а у меня сразу возникли подозрения, что это дело рук моей бывшей организации. Ну, одно из таких прямых доказательств, самых серьезных доказательств, что ФСБ взорвало дома, это попытка подрыва 5-го дома в Рязани. Значит, с 21 на 22 сентября ФСБ пыталась подорвать дом в Рязани. Они этот дом заминировали, и по чистой случайности жители дома обнаружили эту взрывчатку. Приехали саперы, разминировали эту взрывчатку, вот, завели уголовное дело с окраской терроризм и начали искать террористов. И буквально через 1,5 дня они их нашли. Задержали этих людей, эти люди оказались офицерами ФСБ. Причем произошел такой момент, очень, знаете, как бы курьезный. В это время, когда их задерживали, проходила расширенная коллегия Министерства внутренних дел Российской Федерации. И министр внутренних дел Рушайло, в то время он был министром внутренних дел, он заявил следующее. Я, говорит, хочу поздравить наших коллег, предотвращен террористический акт в Рязани.
Нами такая работа уже ведется. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предотвращение взрыва жилого дома в Рязани. И как раз вот после этих слов по времени совпало, что задержали этих людей. Эти люди были офицеры ФСБ и тут же доложили Патрушеву, что они задержаны. Тогда Патрушев буквально через полчаса в этом же самом здании выбегает из зала и заявляет, что это была не попытка взрыва, а это были учения. И там был не гексоген, а был сахар. Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Все вещественные доказательства по делу, они опечатаны и находятся вот в этом. Мы не можем ее вскрыть без следователя. Это решение должно быть оправдано. Но мы специально принесли. И знаем, что это процессуально оформлено все было, закреплено в документах. Чтобы не возникло вопроса такого, что вы говорите про сахар, написали одно, а там была взрывчатка. Пожалуйста, давайте фракции обменяемся мнениями, как нам сегодняшним этим вопросом поступить. Владимир Вольфович. Оставьте в покое сегодня наших министров. Вы же видите, что происходит в стране. Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. И в это время мы с вами занимаемся всем другими делами. Давайте этим займемся лучше. Как это произошло, что вам докладывают, что в 11 утра в понедельник взорван дом, и что администрация Ростовской области не знала об этом, что вам об этом доложили? Все спят, через 3 дня взрывают, тогда начинают принимать меры. Вчера вы очень хорошо говорили о смене руководства Транснефти. А в это время сейчас рабочие в Красноярске отбиваются от такого же ОМОНа, когда Лебедь пытается захватить предприятие, уже давно приватизированное. Давайте быть без двойных стандартов. Если вас интересует Транснефть, других рабочих. Владимир Вольфович, нас все должно интересовать с вами. Там, где царит беззаконие, мы должны вмешиваться. Давайте этот вопрос снимем. Да, хорошо, я понял позицию вашей фракции. Сергей Николаевич, пожалуйста, рисуйте. Реагировать на ситуацию. Вот в Волгодонске произошло, где 6 депутатов фракции КПРФ. Они должны выехать туда и помогать, раз там спят местные органы и ждут, когда мы в Москве уже знали за 3 дня о взрыве.